Ташкентский суд по уголовным делам оставил без изменений приговор студенту Джахангиру Улугмуродову, который в мае был приговорен к 3 годам лишения свободы за распространение нашида, религиозной песни. Студент Ташкентского государственного университета был приговорен к 3 годам лишения свободы за рассылку видео в чате Telegram 8 мая текущего года. Комитет по делам религии посчитал, что песня пронизана фанатичными идеями. В прошлом месяце международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Узбекистана обеспечить справедливое судебное разбирательство в апелляционном суде по делу Джахангира Улугмуродова. Согласно заявлению HRW, организация изучила текст религиозной песни и пришла к выводу, что она не содержит признаков прямого насилия. Afsuski, keyingi paytlarda o'sha qanaqadir yoshlarni nasibchiligi bilan bog'liq juda katta kampaniya boshlandi. В мае HRW опубликовала отчет, в котором задокументированы 7 подобных случаев, включая дело Улугмуродова, произошедших в Ташкенте, Намангане и Андижане, когда узбекистанцев привлекают к ответственности за хранение или распространение материалов, содержащих идеи, которые власти называют религиозно-экстремистскими. Bunday qarshi kurashlar nafaqat O'zbekistonda, bu boshqa mamlakatlarda ham olib boriladi. Напомним, в конце января Алмазарский районный суд по аналогичному обвинению приговорил 21-летнего Сардара Рахманкулова к 5 годам лишения свободы. По словам Сардара, его пытали около 2 недель, чтобы он признался в публикациях религиозного характера в социальной сети Facebook. O'g'lim aniq ravshan qilib, ona, men hammasini sud zalida aytaman. Ochiqchasiga aytaman. Тогда ситуация вызвала бурное обсуждение среди общественности, вследствие чего в марте, рассмотрев апелляционную жалобу по делу Рахманкулова, Ташкентский суд по уголовным делам заменил реальный срок в 5 лет на условный с назначением 2-летнего испытательного срока. Узбекский политолог Камалюддин Раббимов описал данную ситуацию на своей странице в Facebook следующим образом. Узбекистан – единственное место в мире, где людей сажают в тюрьму на 2, 3, 4 года за прослушивание религиозной песни, не осознавая этого. Даже в немусульманских диктатурах изучается уровень понимания религиозной песни, ее влияние на сознание, влияние на поступки, но не в Узбекистане. Kira-kira prezident